Город Салават, Республика Башкортостан. Сюда с рабочей поездкой отправился глава региона Ради Хабиров. От Уфы Салават расположен недалеко, в 160 километрах к югу. Раскинулся он на левом берегу реки Белой. Назвали город традиционно для Башкортостана в честь национального героя, соратника Емельяна Пугачева Салавата Юлаева. Город Салават основали в 1948 году. Тогда это был поселок при строительстве нефтехимического комбината. Теперь крупнейший промышленный центр Башкортостана. Развивается Салават благодаря предприятиям газонефтехимической направленности. Салаватский катализаторный завод – один из них. Глава Башкортостана Ради Хабиров на этом объекте. Ради Фаридович, Андрей Геннадьевич, вот это настоящий реактор гидроочистки, который на котором в свое время получали дизельное топливо класса Евро-4, Евро-5. Небольшой, но на нем коллеги, наше профильное подразделение отрабатывает загрузку-выгрузку, работа в атмосфере азота, работа с пирофорами. То есть то, что с одной стороны, большой риск для здоровья и жизни человека, с одной стороны. С другой стороны, там поезд замкнутого пространства, там какие-то сложные моменты, которые могут возникать в процессе замены катализатора. У нас собственный учебно-тренировочный полигон мы создали. Тут, например, перед вами стоит машина синяя, да? Это большая вакуумная машина, которая позволяет несколько тонн в час откачивать нежно-гранулы из больших реакторов. При этом гранулы катализатора или адсорбента, чтобы не было, остаются целыми. Мы общались с иностранцами, такой идеи, чтобы построить у себя полигон, не было ни у кого. Цехов много у нас, около 7 разных производств. Мы на все не пойдем. Сейчас с вами в настоящее время около 500 человек. В 2010 году, когда сюда пришел, было 180. Многие цеха удалось запустить. Мы смогли сохранить компетенции по силикагелям, которые сейчас в России нет нигде. Даже в научно-исследовательских институтах пытались старожил найти. Вот все, кто есть, специалисты, сейчас работают здесь у нас в Салавате. Это куда отправляется? Вот это уже работает, вот это вот как раз стабилизатор пива силикагелевый. Сейчас у нас в объеме поставки это российские крупные, средние и малые пивоваренные заводы. Беларусь, Казахстан. Это уже сверхчистая химия. Так обычно мы никого, естественно, сюда не пускаем. Но сегодня, по большому счету, с точки зрения химии, вроде бы тот же самый силикагель порошковый, но оказывается очень много нюансов. Это новый цех, который мы построили. Это вот новое, да? Это вот все абсолютно новое. В прошлом месяце мы пустили это все в эксплуатацию. Вот в этот цех 500 примерно, и вот соседний цех застроен тоже 500, но туда еще 500 надо. То есть здесь где-то примерно 4000 тонн продукции, и тот прирастем где-то 8000 тонн. Потому что порошковых силикагелей используется настолько много отраслей. От резинотехнических изделий, наполнителей, шинная промышленность, пивоваренная промышленность, полимеры. Тот же самый порошок, очень легкий, взвешенный. Вот через него пропускают, да? Да. Делаются специальные фильтра, заполняют этим порошком. Это абсолютно не токсично, не вредно. А что является основой его? Тот же самый оксид кремния. Вообще 90% того, что мы делаем, это химия кремния. Самое интересное то, что эти вещи, которые вот здесь мы занимаемся организацией, эти технологии не продаются. И, как правило, если ты занимаешься этим, то надо от начала до конца все исходные данные, все разработки делать самим. У нас, соответственно, пилотный парк построен, 2 НИРовские лаборатории созданы. Это уже такой на европейский манер посмотрели в свое время, что очень удобно, что и старший поэтому видит. Значит, здесь производство как на ладони. Соответственно, все управляется, основные процессы отсюда. То есть аппаратчики на местах контролируют, чтобы все просто ничего не было. А этот абсорбент, он может быть и пищевой, да? Да. То есть его можно в таблетках делать, да?
А чипсы кушаете, когда вы немножко потребляете его. Небольшое количество. Потому что, чтобы Е551 добавка, Чтобы не развалилось, да? чтобы не орешки, чтобы чипсы с сухо собой, держать. между собой, чтобы не слипались. Ну, естественно, мы ориентированы больше не на пищевку, естественно, мы ориентированы на промышленность. Но вот тут очень интересный виток у нас. Мы с коллегами взаимодействовали с Российским институтом биологии Российской академии наук, который занимается развитием кремниевых добавок или добавок на основе кремния в сельское хозяйство. Вместе с институтом отработали сначала в лаборатории. Они нам сказали, какие физико-химические свойства поправить. Здесь, в Зергане, договорились провести полевые испытания, провели. И вот все даже наши самые лучшие ожидания были более 40% по всем маркам у нас урожайность повысилась. От зерна, томаты, картофель, ячмень. Причем самый интересный результат в сахарной свекле. Помимо увеличения самих корнеплодов, существенное увеличение сахара внутри. В Башкирии потенциал есть по сельскому хозяйству очень серьезный. Соответственно, если мы сможем получить и быстрее загрузить собственные мощности, здесь речь идет не про принесение прибыли, а по большому счету загрузки. Ну, тогда Да, конечно, это надо обсудить и на сельском части там. А мы бы субсидию давали на это. Но мы уже смотрим, чтобы все соответствующий пакет документов по этим материалам, чтобы у вас была возможность отрабатывать. Переговор, может, перейдем? Давайте здесь у нас. Значит, по инвестициям, суммарный объем инвестиций с 2016 года, он до конца года ближе к 1,5 миллиарда будет. То есть это помимо тех строек, вот мы сейчас находимся в новом производстве, соседний цех новый, недостроенный. Но вот здесь хочу обратить внимание, что касательно порошковых силикогелей, с 2014 по 2019 год прирост потребления силикогелей, порошковых и силик в России. Основной объем это резинно-технический, шинная промышленность, но тем не менее и другие отрасли имеют и хороший потенциал, хорошие объемы. Значит, специфические продукты на основе силикогеля имеют значительную стоимость. Все это сейчас 100% на самом деле ввозится за границу. Цена по сравнению с мировыми ценами. Мы за счет роста евро, за счет роста доллара мы можем комфортно удерживать стоимость ниже наших отечественных конкурентов. Вообще в нашей отрасли, в специальной химии, как правило, цена не является там основным показателем. Да. Очень большая работа с консерватизмом, большая работа с лицензиарами. То есть это у нас работа несколько в другом заключается. Ну, понятно. Так, по сельскому хозяйству. Значит, поручение тогда сделайте, подготовьте. Значит, Фазрахману изучить вопрос. Он на вас выйдет на следующей неделе. Хорошо. И потом выйти ко мне на сельский час. Мы возьмем какое-то 1, 2, 3, 5 предприятий сельхоз наших, так? И посмотрим, как это работает. Да, мы пилотируем, а следующий Да, чтобы уже на сезон заработали. Давайте попробуем. Давайте. У нас, собственно говоря, есть рядом куда, есть куда двигаться, в принципе, да. Ладно, спасибо. Набережную реки Белой в Салавате должны были начать благоустраивать еще весной 2020 года. Но подрядчик оказался недобросовестным. Работы не завершили в срок. С нерадивой компанией расторгли контракт. Теперь на набережной реки Белой новый подрядчик. Глава Башкортостана Ради Хабиров в рамках рабочей поездки по Салавату на этом объекте. 18 мая был разыгран конкурс. Подрядчиком участия в конкурсе стал Мегастроймонтаж. Местная, да? Нет, это уфимская организация, она, так сказать, плохо себя показала. Несколько месяцев нас кормила завтраками и обещаниями. В итоге пришлось с ними с помощью огромного содействия Министерства ЖКХ. Расторглись, да? Да. По протоколу у нас были вторая организация Башальянстрой. С ними связались, пригласили, побеседовали, они пошли на эти, так сказать, сроки сжатые. Вот, ну, как бы сейчас на данный момент вот, процентов 90 у нас готовность. Пройдем, покажите, вот это что здесь. Эко-брусчатка, здесь парковые, здесь машины паркуются. Здесь прям Да, паркуется, да? зеленая зона, здесь будет озеленение. Резиновое покрытие. А это вот вы продолжите или она, или такая? Нет, это здесь вот беговая, да.
Вот, разметки только надо сделать, да? Всё сделано, Ага. да. Вот здесь А это что? маломобильные, для маломобильных групп населения. Здесь тренажерные залы. А вот под ними будет, Да, да? да. Вот. То есть навес. Ага. Это для них. Здесь вот футбольная площадка. Небольшая, да? Да, желтая. Вон там тоже она будет мягким покрытием? Там под пляжный. Пляжная, ага. Да. Здесь воркаут. У нас на следующий год мы по второй очереди Вот здесь вот. на площадке. Вот. На площадке, ага. Да. Вот. Здесь раздевалка, мужской и женский туалет. Вот здесь вот. Да, да. Это быстро возводимое что-то, да? Да, быстро возводимый. Там скейт-парк. А вот вы хотите машины сюда парковать? Да, вот здесь у нас проект. Зачем? Что нельзя здесь парковку сделать? Мы отметили с Марзаевым Аланом Викторовичем смету подали, Ага. чтобы у нас всю дорогу от Губкина здесь на следующий год, может, здесь будет финансирование. Как-то и здесь вот Нет, я стоят. имею в виду, вот здесь вот парковку сделать. По проектам так. Ну, здесь-то мало, что тут парковки. Нет, ну вот здесь вот вы поставили скамейки, здесь машины ставить будете. Люди будут сидеть. Сколько станет? Ну. Машин 30, что тут ерунда. И мы в рамках второй очереди сейчас отработаем с проектом. Скейт-парке. Центральное вот добро пожаловать, получается. Табличку все туда делают. Да. А вот эта вот мягко, она идет вот сюда, дальше пройти? Мы здесь сделаем теплый навес, то есть Не-не, я имею в виду мягкое покрытие, вот там остановилось в дороге. здесь будет технологический разрыв, то есть здесь техника Зачем? ездила на площадке. То есть мы, Потом сделаете, да? да, мы сейчас в навес смысле, будет, сделаем, а? теплый навес, и все сделаем. А. Здесь ездила техника на площадке. Что, нет, ага. Здесь уже у нас подходящая сторона. Фактически подрядчик работает 2,5 месяца. Ага. Ради корректики. 130 миллионов. Тоже объем большой освоить, как войну. Ну да. Тяжеловато. И в процессе согласования с проектом бывают какие-то расхождения. Это плитка Фарбштайн. Тоже у нас было с поставкой или сложности, но доехала, как бы все нормально. Мы ее потом отшлифуем все. А вот это вот уже кровли нет, да? Это просто они, да, так, пергола, да? да, как бы тенек, чтобы был. Там будет, Пенька-то не будет, да? Там просто же получается ну они как, решетки, да? да, да, ну все равно небольшой такой. Просто на будущее вот я посмотрел, вот надо делать все-таки скатное, чтобы немножко и от дождя, и от солнца, а так получается ни от дождя, ни от солнца не закрывать. Да. Ага. Оно формально красиво смотрится, но функционально ты ноль не спрятаться ни от Ну солнца, да, ни от дождя. Либо А поликарбонат. здесь что? Вот песок, это что? Это у нас волейбольная площадка. Просто. Вот здесь у нас второй этап планируется. Это когда он асфальт. будет? Здесь вот пирс, там будет пирс, здесь будет купальная зона. Ага. Прям. И как бы то же самое для маломобильных групп. Ага. А там Тоже вот детская будет смотреть. площадка, да? Ага. Детская площадка. у нас. А купаются-то где здесь? Вот на все? Здесь купаются. А, здесь на протяжении. Да, и через мост тоже там тоже есть такой пляж. В принципе, А второй этап какой? Второй этап у них финансирование на следующий год порядка 50 миллионов. Как раз они должны выход воде сделать, пирсы сделать. И вот этот участок заканчивается, то есть финишем. И в 2 года мы этот объект завершаем. В этом году это самый крупнейший объект финансирования. И на 2 этапа. А вторым этапом там нормальную парковку там сделать, машин на 200, а тут что там на 30 машин, это Вот несерьезно. первичный проект был такой, что в начале и в конце были перехватывающие парковки. Здесь не планировалось вообще никакого проезда. Потом приняли решение, что все-таки соединить 2 микрорайона между собой и сделать проезд. Вот они попросили дать деньги. Я говорю, с Аланом Мурзаевым мы договоримся. Вообще это, смотрите, то, что вот здесь натворили, это такое безобразие. Я и главе это скажу, и вашему министру скажу. Это безобразие, и денег вам давать больше не хочется на это. Значит, сопли жевали здесь все это лето. Вот остановите эту стройку, деньги забрать, и пусть что хотят делают. Безобразие, потому что не работаете ни с подрядчиками, ни нормальные, ни конкурсные процедуры не готовите. Это вы во всем виноваты, понимаете? Там еще растянули на 2 года, значит, это на 3 года растянете. Значит, абсолютно не приспособленный к нашей республике вариант. Я, Андрей Геннадьевич, абсолютно согласен. Но сделали красоту, мозги-то иметь надо. Дождь пошел, что будете делать? Летом, что ли, только это будет?
200 миллионов сюда вбухиваете, значит, так сделайте нормально, по-человечески надо было делать. Кто этот проект делал? Институт развития Башкортостана. Минус 20 начали работать. Что это такое? Ну да, сейчас Что вы сейчас наворочаете здесь? качество не Вы сейчас будет такое ничего. наворочаете. Я уже прошелся по этому, значит, мягкому покрытию, оно у вас пузыриться начинает. Это тоже сейчас сырое рассол. Я сам лично принимать, и контрольное управление сюда еще отправлю. Вот команда управленческая отработала на... Я не знаю, я прямо разорву эту всю историю. Понятно? И все получите. Место-то красивое, конечно. Они изуродовали это место, и все. Ральфович, Да. гневаетесь? Конечно, гневаюсь. Разгильдяйство. Ладно, все, спасибо. Так, мы поехали тогда, получается. Все. Главе передайте, я очень-очень недоволен. Он новый глава, конечно, он за все это отвечает. Передайте ему прямо. Плохо очень отработали. Следующий объект рабочей поездки главы Башкортостана Ради Хабирова по Салавату – городская больница. Здесь завершается строительство хирургического корпуса. Работы начали еще в 1989 году, но затем заморозили. В 2014 стройку возобновили, и уже в 2020 постепенно с проблемами и остановками больница почти готова принимать пациентов. Помещение полностью готово. На месте. Установили уже основание. У нас врач уже обучен. Готов полностью. Плюс еще у нас по методике, когда мы запускали наши сосудистые центры в Белорецке, Нефтекамске, кардиоцентр приезжает сюда бригадой на 2-3 месяца. Работает прям такое прикомандирование с постоянным проживанием. И опытный врач-хирург эндоваскулярной хирургии, либо заведующий, либо старший ординатор, они меняются 2 недели, по 2 недели меняются. Прям целенаправленно такая хорошая рабочая стажировка на месте. Слушайте, а вот эти панели, там пьяный человек резал, да, вот эти? Нет, Или это здесь почему? Не, я имею в виду вот линолеум, вот это вот там налепили, тут Не, налепили. это еще не доделали технологичные вещи, его установят, потом заклеят. Там кабеля проходят. Там кабеля же для него, это же для рентгеновской. Это, не, Пока монтаж. это ж монтаж еще не завершен. Здесь специальное усиление полов, сделано баритовая штукатурка везде, защита от рентгена. Вентиляция, вот там будет подвесная часть, здесь стационарная часть, здесь стол. Как полностью... Когда планируете вообще пациентов принимать? Мы в конце декабря уже планируем. Сможете, да? Да. Расходная часть у нас уже готова, монтажная работа. Мы уже лицензируемся параллельно. Ну это уж не ковидный, наверное, будет, да? Нет, здесь мы как раз вот, у нас просто... Здесь получается, что у нас терапевтическая, потом сосудистая, да? Неврология. Неврология. Из тяжелой техники, получается, рентген, наверное, здесь где-то есть. Здесь еще ангиограф. И сейчас я хочу показать, в следующем году здесь будет установлен компьютерный томограф. И заодно покажем на том месте, которое было здание сделано. И помещение есть. У нас запланировано на следующем году установка сюда КТ. То есть специально здесь будет технологичное окно, чтобы потом КТ занести, а само здание полностью укрепили вот в такой формате, Рафич, полностью сшили, сделали. Да, здесь сейчас строители более... Все здание укрепили, ввели в обойму, снимали стяжку здесь, которая была до 40 сантиметров. Почему так? Повышение технологий было, да, или что? Ну, как бы здесь по новому проекту мы же, получается, снесли все перегородки и разгружали здание. Соответственно, чтобы оно его не повело, мы его должны были сначала полностью скрепить. И потом поэтапно мы его нагружали уже опять всеми перегородками, всеми коммуникациями. Здесь порядка 150 плит было сломано по всем этажам. 150 плит мы их ломали, усиливали полы, делали, значит, закладные под вентиляцию, под все оборудование. Вот. И мы здесь заменили полностью вентиляционное оборудование, вода, канализация, отопление. Как бы. В существующих стенах восстановили полностью здание. Ну, согласно нормам.
на что вот с этим пристроен? Вот она идет в это здание. Да, восстановили полностью переход, который был в аварийном состоянии. Хирургический И что с ним какие? Надо его просто Сносить? Нет, его сносить не надо. Если помните, мы предлагали как его провести такой капитальный ремонт в части замены вентиляции, часть инженерных сетей, то, что здание самостоятельно, а к нему пристроить при помощи наших технологий гинекологическое отделение с центром женской дороги замен старого роддома. Ну, вы вникните, давайте, я сейчас никаких решений принимать не буду. Сделайте мне предложение, как вы себе это видите. И тоже уже надо стать У нас есть решение, задание, потихонечку проектировать. у нас есть поручение от 19 А поликлиника где здесь находится? Поликлиника у нас находится напротив детской, да, рядом. Там детская И взрослая, и вторая в районе Чапаева. Ну вот после ввода этой больницы там немножко с медициной попроще здесь будет. Во-первых, здесь мы вводим региональный сосудистый центр, это для лечения пациентов с сосудистой катастрофой, это выполнение наших коронарных стентирований, эндоваскулярных исследований и эндоваскулярных. Да, мы специалиста уже полностью обучили, он прошел стажировку, имеет необходимый опыт и документы. Но чтобы полноценная была бригада, мы командируем сюда кардиоцентр, и в течение 3 месяцев они проходят не стажировку в кардиоцентре, а именно на месте. То есть отрабатываем именно каждый случай. То есть идет такая хорошая практика под руководством опытных и старших коллег. Давайте там, пусть Министерство здравоохранения несет там предложение, обоснованное предложение по дальнейшему, соответственно, ремонту и приведению в порядок хирургического корпуса. До Нового года примите пациента? Постарайтесь. С 1 декабря. 1 декабря. Это вас же еще лицензировать надо? Нет, здесь у нас лицензирование, только нужно будет рентгеноэндохирургия. То есть с 1 декабря уже Центр будет приемное отделение будет работать. Хорошо. А поликлиника где? Поликлиника одна. Поликлиника где нет? Вот Там, да? То есть вот мы вот это все Вот вместе, это полностью, да, отремонтировали, сделали. Вот это полностью, вот эта ось, отдельный блок вот этот. И вот нам надо вот сейчас подумать вот здесь. Да, потому что здесь здание хорошее, только единственное, мы стараемся собственными силами, выделяем деньги, меняем оконные рамы, меняем, делаем такие косметические ремонты, но И что здесь будет? а здесь хирургия все Здесь остается. хирургический центр, хирургия, да? да, Так здесь и будет. нейрохирургия, Есть травматология, гнойная хирургия. онкология здесь же располагается. А у нас разве в Салавате нету вот онкологического межрегионального, то, что на окружном делаем? Мы открываем с 1 января. А, 1 января. января Делаем, открываем. да, вот в рамках этого СООПа и ставим сюда каталог. А, понятно. Как раз, чтобы компьютерный томограф был здесь. Да. То есть помещение есть, все сделали. Ну ладно, все. Есть До свидания. Всего доброго. Глава Башкортостана Ради Хабиров отправляется на площадку производственного объединения «Современные битумные материалы». Там совместно с компанией «Битум» реализует инвестпроект по строительству терминально-складского комплекса для хранения дорожных битумов и сырья. Потребители этой продукции – крупнейшие дорожно-строительные организации Башкортостана и близлежащих регионов. Вот 14 августа, помните, значит, на инвест-части было принято решение по приоритетному проекту строительства резервного парка. Сегодня середина ноября. Удачи, да? Вот, уже, так сказать. Да, очень круто. Да, значит, мы, в принципе, планируем уже в январе месяце на вход его запустить. Вот у нас в общей сложности, ну, на предприятии было порядка 108 тысяч тонн хранения, а там сегодня будет 168. Позволяет, ну, во-первых, работать зимой, соответственно, загружаться, значит, и летом стабильно очень отгружать и никого не подводить. Вот, ну, соответственно, ценообразование, конечно, ну, падает. Почему? Потому что, ну, зимнее сырье, оно, естественно, ну, волатильность большая, дешевле, поэтому мы увеличиваем конкурентоспособность свою. Вот это вот была, да? Да.
Да. Да вот она, вот так вот была. Вот это, это шлам был, да. Мы, ну, вообще работа, конечно, громадная проведена. Сколько денег освоили здесь? Мы построили за 500. Да? Здорово. Так что... А вот по башкирскому битуму что у нас по дорогам? То все-таки мы там... Ага, Рыж, я предлагаю подняться. Пойдем? Давай пойдем сюда. Ага, пошли. По дорогам что у нас? Ага, Рыж, ну вот, что хотел говорить. Значит, вообще объем производства у нас в этом году вырос. В общей сложности мы произвели порядка 300 тысяч тонн. Значит, Башкортостан потребил 107 тысяч. 107. А произвели 300, да? Да, всего 300. А какая динамика по сравнению с прошлым годом? Ну, мы где-то на 20% растем. Здесь надо отметить, что это произвели мы вместе. То есть долго мы толкались, что называется, плечами здесь, потом пришли к консенсусу и объединили наши мощности. Наша установка и установка битума. Но так как вот это вот мы, как большая организация, сделать не можем, поэтому поручили сделать это все, договорились, что это будет делать все битум, и они, конечно, семимильными шагами по этому делу продвинулись. PG это одно, там еще есть же масса материалов, просто современных битумных материалов, из которых много чего делается в этой жизни. Минтранс здесь, да? Да. Виктор Нас Михайлович. слышно, нет? Виктор Михайлович. Да, добрый день, Рафик. Прошу прощения, не успел, поздно сообщили, вот на полпути остановился. Нормально. Все, ну нас слышно, видно, да? Да, спасибо, слышно. Значит, ну что могу сказать? К сожалению, у нас объем употребления PG продукта на территории Башкирии упали в 2 раза. Мы потребляли 5 тысяч, 2500 потребляли. При этом все позволяет, собственно говоря, применять его в наших дорогах. У нас какая проблема, я вижу? Это проблема, связанная с проектированием. И, соответственно, закладывается хорошая асфальтобетонная смесь. Вот это и город Уфа, это и, собственно, и в техзаказе тоже присутствует. Но применяется ПБВ. ПБВ-60 это тоже вяжущее, тоже модернизированное. Но чем оно отличается? То есть оно, это ГОСТ, обычный старый ГОСТ. И оно анализируется по старым правилам, ну и по старым методам. Соответственно, когда производитель его делает, он, соответственно, добавляет туда полимер просто. Ну, добавили полимера, там 3-4%, и улучшая эксплуатационное свойство в летний период, соответственно, в зимний период уменьшается. Значит, решается эта проблема легко. В проектах заложено везде ПБВ-60, запятая PG. Виктор Михайлович, можете прокомментировать? Я просто скажу, у меня было поручение, чтобы мы там даже разбирались и экспертизу осуществляли, насколько это дает качество битума. И была идея, что все-таки мы бы поддержали наши предприятия. И как на это смотрите вы? Рафик, в этом году, в текущем году 97 тысяч в Башкирии осталось битума, то, что брали. Из них 45 тысяч только Автодор взял у битума. 45 тысяч. Ну так-то сейчас, для справедливости, Дмитрий Ильич, для справедливости объем же вырастет. Это базовые битумы. Мы все равно вырастет же объем вырастет, да. Но это, наверное, за счет того, что и в целом объем финансирования вырос у нас, да? То есть объемы, физический объем дорог. Проблема в том, что мы не берем бюджет. Мы на самом деле не ратуем за то, чтобы у нас покупали, именно у нас. Что будем с бюджета делать? Какая позиция? Мы только их хотели применять вот БКД и вот основных трассах, потому что на дорогах 4-5 категории, нет смысла битвы применять. Да. Давайте мы сделаем так. Там, Алан Викторовичу скажите, Раиф Рамазанович скажите, через неделю, на понедельник в режиме зума на дорожном часе, значит, с приглашением Дмитрия Юрьевича, с приглашением всех основных потребителей, то есть Приуралье дороги, Дортранстрой приглашайте, они многие большие объемы делают, значит, приглашайте, понятно, Башкиравтодор, все крупные, и приглашайте, значит, госэкспертизу, да, Штынду приглашайте наш комитет по конкурентной политике, чтобы мы там формулу вывели, каким образом работать, ладно? Потому что они объем увеличивают, мы их там подталкиваем, они объем увеличивают, а если мы не брать не будем, тоже нехорошо. Спасибо, Виктор Михайлович, занимайтесь делом. Рафик Фаридович, у вас сейчас состоялись переговоры о возможном, скажем так, взаимодействии в новой дорожной отрасли, в новом витке дорожной отрасли по покрытию.
Нет, это не о новом, а просто о продолжении инвестиционного проекта, который мы... Вот то, что вы видите, вот башкирский битум, то, что вы видите, это уже часть старая, а вот здесь, видите, появляются новые хранилища битума. Это то, что является вот как раз примером сотрудничества республики и предприятия Дмитрия Юрьевича. Значит, мы сейчас только вспоминали, 14 августа мы были здесь прошлого года, и к нам инвестор обратился, чтобы мы ему вот этот участок земли, весь забитый нефтешлам, был выделен для, соответственно, производства. Он обещал, что он вот очень быстро в течение года построит. Вот, пожалуйста, появилось 500 миллиарда здесь инвестиций. Но самое главное, это опять же битум, необходимые средства для производства асфальта. И мы с компанией Дога как раз сотрудничаем, что они нам дают новые виды очень эффективных битумов, чтобы качество дорожного строительства было хорошее. Вот сейчас мы только об этом проговорили. У нас там есть нестыковки по тому объему, который мы обещали у них брать. Ну вот отработаем. Нас не хватает дорог? Дорог не хватает точно. Дорог больше, чем мы можем... Нет, не об этом речь. Они делают марку битума PG, то, что называется. Это специалисты знают. Это новые, скажем так, технологии в дорожном строительстве. Вот как раз рост потребления битума в республике за прошлый год вырос у них на 20% мы больше вообще, потому что это в целом большой объем дорожного строительства мы выполнили. Я об этом уже говорил, да? Но мы теперь сейчас навязываем нашим дорожникам, строителям, чтобы они использовали марку битума PG. Предлагаем даже так. Нет, навязываем. Даже так. Да. Предлагать это не работает. Вот. Поэтому вот об этом был диалог. И будем переходить к более качественным видам. Спасибо. Спасибо.